Салям алейкум, добрий вечір. 69-й день російсько-української повномасштабної війни. Це програма Прайм на АТР, я її ведучий Айдар Муждабаєв. І сьогодні ми, як завжди, будемо говорити по серйозних питань, з серйозними людьми, з тими, яким я особисто довіряю, до думок яких я дослуховуюсь, і з людьми такими не гайпового складу, а з людьми, які роблять усе за суттю і чесно. І я радий, що з нами просто зараз на прямому зв'язку з міста Прага, Чеська Республіка, Інна Курочкіна. Я не знаю, Інна сама виправить, якщо я щось не так скажу. Вона колишня громадянка Російської Федерації, давно вже живе в еміграції, а народилася взагалі в Грузії. Живе в еміграції в політичній, не просто живе, а бореться проти російських наративів, брехні, знімає разом зі своїм чоловіком документальні фільми щодо російського рейха тощо. Я перейду з вашого дозволу на кацапську мову, щоб більше людей нас просто розуміло. Ось, Інна, чи ти чуєш мене? Алло? Я, на жаль, не чую її, Інна не чує мене. Щось сталося, технічна проблема якась? Алло? Просто, да, я перепрошую, там зв'язок зірвався. Зараз ми, редактори, перенаберуть, і буде у нас зв'язок з скайпом, з Інною Курочкіною, людиною, яка багато чого зробила, щоб довести і західним суспільством, взагалі суспільству, що уявляє собою російський рейх, і в тому вигляді, в якому ми зараз його наочно бачимо. Чи є вже на зв'язку Інна? Я чекаю на зв'язок. Ну, знаємо, що відбувається зараз. Слідкуємо. Маріуполь, штурм наших бійців з боку окупантів, терористів, жахливі події і звірство, яке вчиняють окупанти, воно не знає межі. І ці люди взагалі не заслуговують на звання людей. Це якісь антилюди, як я їх називаю. І там, звісно, я вже кадри бачив, напевно, ви теж. Прибув стерв'ятник, я не знаю, як це правильно українською мовою, може так і є, Володимир Соловйов, пропагандон, такий Геббельс нашого часу, який там буде брехати про звільнення від фашистських, нацистських окупантів Маріуполя, але ми знаємо ціну його брехні. Я хочу запитати ще раз у наших редакторів, чи є Інна, напевно, немає ще. Чекаємо. Ще немає. Ну, добре, тоді давайте так. Я прокоментую те, що я бачив перед початком прайму. Ці кадри з кримськими колаборантами. У мене язик не повертається назвати їх Кремли, кримськими татарами. Це якісь насікомі. Я навіть вони там з полу щось їдять з рук окупантів. Це просто виглядає як, ну, вони схожі на шакалів, якихось там ручних, так? І мерзотні пики, очі бігають. Я думаю, що вони, якщо і відкрито цього не кажуть, дуже бояться. Вони знають свою долю. Я їм не заздрю, бо суд і держави, і свого народу буде справедливим щодо них. Так, ну, звісно, вони не заганблять наш народ, бо наш народ вище всього цього, і він справжній. Наш народ не зрадник, а ці люди, їхня кількість ганебна, їхній вигляд зовнішній, він лише доводить, що ну, просто вони на такому контрасті перебувають з нашими старими людьми, з нашими ветеранами руху національного, з усіма нашими кримськими татарами,
які мають прямий шлях, як то кажуть, так? І правильно уявлено про те, що таке батьківщина, і що таке зрада, що таке гідність, що таке честь тощо. І я не знаю, як вони, ці антилюди, дивитимуться в очі нашим людям після того, як незабаром, я в цьому абсолютно певен, Крим буде звільнено, і я не знаю, встигнуть вони втекти мостом кримським, так званим, насправді путінським чи ні. На жаль, щось зв'язку немає, щось там чи в Празі, чи не в Празі проблемно. Ну, тоді продовжу, поки що чекаю на сигнал через месенджер чи тут голосом від режисерів, коли Інна Курич, я дуже хотів з нею спілкуватися, бо зараз я завжди виправляю, до речі, всіх коментаторів, журналістів, які кажуть, що ось чеченці воюють проти України. Ні, це не чеченці, це манкурти, це, так сказати, я без образ до турецької історії, це так звані яничари Путіна, яничари Російського рейху. Люди, які продали просто все своє життя і нутро, продали ворогу, який знищував і знищує їхній народ, і вони пішли вбивати інших. Їх треба звати манкуртами, кадирівцями, але абсолютно ніякі вони, ані чеченці. Чеченці воюють на боці України, чеченець – це Джохар Дудаєв, якого я мав честь особисто знати, трохи зовсім. І ось це чеченці. Це син його, який приїхав сюди до нас. І люди, які мають справжнє уявлення про те, що таке є честь, гідність і в тому числі і віра мусульманська, яка не дозволяє вчиняти жодних злочинів на чужій землі, тим більше проти мирного населення. Це абсолютно виключає іслам. І про це багато разів казав наш справжній муфтій. Це насікоме в ногах в окупантів. Справжній наш муфтій Надер Рустемов дуже, до речі, правильні він речі казав, звертаючись до мусульман Росії, які йдуть сюди убивати за Росію. За це взагалі уявити собі неможливо, як людина може йти вбивати одновірця, просто другу людину до хати цієї людини. Це неприродне для мусульман абсолютно. Це просто це вони, ці люди, перекреслюють на себе як мусульман просто зовсім. І я не знаю, як вони дивитимуться в очі своїм дітям, наприклад, і що вони казатимуть про те, що вони робили в Україні, і що хто їх примусив. Насправді, я думаю, що вони добровільно пішли, тобто так зомбовані, чи я не знаю, що їм пояснили, що тут є. Так, але жодного виправдання їм немає. І так само, як немає виправдань нашим колаборантам, нашим в лапках. Вони ніякі не наші, бо Кремли ніколи на колінях не стояли перед кацапами і не будуть стояти. А ці люди просто називають себе кримськими татарами. Ну, власне, їх використовують в якості опудала, чучела російською мовою, щоб показати. Ну, але вдається так. Ну, ще я не знаю, що там, може, собачі мізки якісь принесуть їм, просто будуть на порог ставити, і вони будуть приходити там до Аксіону чи до когось, до ФСБ, і просто жерти там зі сходів. Просто там. Я думаю, що вони із задоволенням це зроблять, і вони будь-які послуги будь-якого характеру вони із задоволенням влаштують окупантам. Ну, це просто не люди, антилюди. Я знаю, як наш народ ставиться до них. Це просто, я їм не заздрю. Навіть зараз не заздрю. Що буде потім? Ну, історія, вона доводить, що зло ніколи не перемагає. Зрештою. А зараз ми ж бачимо, ну просто сьогодні, вчора, 4 великих держави сказали ні. Жодного повернення до кордонів так званих 24 лютого, тобто на початок повномасштабної війни проти України, повномасштабного вторгнення не буде. Лише повністю має бути звільнена територія України
в тому числі обов'язково з Кримом. Тобто рішення міжнародної антиросійської коаліції схвалено, шляху назад не буде. Буде лише посилення санкцій, посилення військової допомоги. Ми бачимо, як воюють терористи російські. Ну це просто до речі, у нас чому ми давайте говорити про справжніх героїв, про людей, таких як Алім Карімов. Людина, ну просто уявіть собі, є підрозділ, елітний підрозділ морської піхоти України. Це 503-й окремий батальйон морської піхоти України. Ці люди, це, до речі, перший підрозділ, який почав стріляти в росіян на Донбасі в 2014 році. Всі пам'ятають комбата на слова «побачив», ну, про кацапів «побачив», далі я не буду повторювати, як він сказав, але всі пам'ятають. Це комбат, досі комбат, а наша людина, орденоносець, до речі, майор Алім Карімов, він там керує штабом цього окремого батальйону, елітного підрозділу. Я дуже пишаюсь тим, як він воює, як він грамотна людина. І якщо хтось дивився позавчора, здається, позавчора, в ранковому спільному етері телеканалів АТР і Еспресо, я говорив з Алімом в прямому етері, і він багато чого розказав про те, як б'ються наші бійці, як окупанти, терористи поводяться. І це, до речі, можна подивитися на Ютубі, десь знайти. Алім Карімов, командир, повторюю, штабу 503-го окремого батальйону морської піхоти. Ось таке. Що додати? Додамо, що поки що нам не вдається встановити зв'язок з людиною, з якою дуже хочу поспілкуватися. Все ж таки надіюсь, що нам це вдасться. Зрештою, це часу досить багато. І Курочкина, кінодокументалістка, людина, яка дуже багато зробила для того, щоб відкрити цьому лінуватому світу очі на російський рейх, на його справжні в лапках цінності, те, що зараз бачать усі. Здається, сьогодні вже в жодній країні, в жодної людині свідомої не залишилося сумнів щодо того, що таке російський рейх. Але Інна Курочкіна, яка нарешті на зв'язку зі студією АТР, я вітаю тебе, Інна, вона це знала ще давно. Інно, чи ти тут, чи ти чуєш мене? Інно? Ні, я не чую. Алло. Алло. Знову збійте, що ж таке? Так, товариш майор. Так, товариш майор, ось це чую. Дуже добре. Я переходжу на трофейну мову, щоб Інні простіше було. Інночка, ти точно вже мене чуєш, мене слышиш, правильно? Алло. Алло. Інна, от зовись. Прага. Інночка. Підвисає зв'язок. Ви бачите цю чудову жінку, але з зв'язком проблеми. Я не знаю, я б хотів закінчити, якщо там налагодиться зв'язок, закінчити свою думку. Цей вислов, я би сказав, я перепрошую у наших телеглядачів, висір антисемітський Лаврова, фактично це рот Путіна, про те, що євреї самі влаштували Голокост. Це, знаєте, як колись про нас казали, про Кремль, що ми самі винні в депортації, що нас рятували, а насправді ми, тобто депортація, геноцид наш, це було рятування нашого народу. І це брехня такого самого рівня. Він сказав, що
Тобто євреї, тобто цю брехню відверто, що Гітлер сам єврей, це просто такі казки для найтупіших дорослих, так? Просто це просто абсолютно маячня антиісторична, але в головах у них там у Путіна, у Лаврова це сидить. І друге, він сказав, що євреї, тобто це всі ніби знають, що євреї самі влаштували Голокост, 6 мільйонів себе вбили. Тобто, ну молодець, там відгукнувся міністр закордонних справ Ізраїлю, дуже жорстко відповів, але здалося замало російському так званому міністерству закордонних справ Російського Рейху. І воно додало, що ніби Ізраїль є союзником українського нацизму. Тобто він на боці українського нацизму. То, що Ізраїль допомагає там медично, чимось щось і так далі, це вже допомога нацистам українським. Ну добре. Тобто президент у нас нацист, хоча й з єврейською кров'ю, а Ізраїль у нас нацистська держава, яка підтримує нацизм, світовий нацизм. Значить, ну коротше, я не знаю, я навіть не психіатрія, це якась маніакальність, яка була притаманна, до речі, Гітлеру, його оточенню. І ми бачимо, до чого це призвело. Так, я надіюся, я певен, що цього разу так не буде. Цього разу світ набагато більш не лише стурбований, об'єднаний і більш рішучий. І постачання зброї буде необмеженим на Україні. Абсолютно необмеженим. І ми обов'язково переможемо. А що там буде вирішувати цей російський фюрер? Це вже його справа. Він хоче там, кажуть, що він хоче мобілізацію оголосити. Ну, я не уявляю, як бадьора ці російські фашисти, які насправді дуже боєгузливі, і оце за словами знову ж Аліми Керімова, нашого начштабу 503 в Батові, він каже, як вони воюють. Так, ну це ганьба. Вони підсвідомо та й свідомо розуміють, що вони окупанти, що вони терористи, що вони покидки. Але, ну, знаєте, русський мір, він, ну, якщо він навіть з кавказьких народів представників зробив манкуртів, таких деяких представників, я просто не знаю, чи бачили ви, як плаче там якась жінка чи дружина. Я просто боюся приплутати. Один сюжет був з Бурятії, інший з Дагестану. І вона каже, там ось син мій пішов воювати, цей син з Дагестану, мусульманин, пішов воювати в чужу країну за росіяни. Причому там він писав в соціальних мережах: «Росіяни, русські, не волнуйтесь, все буде хорошо, я за вас там побідю Україну». Це який перелам свідомості, що має статися з людиною, з походженням з народу, який 100% був жертвою російської окупації, Російської імперії, яка ніколи не змінилась, ну крім нас, там нічого не змінювалося. Так? І людина, там, предком якої там був шейх Мансур, імам Шаміль, інші люди, інші абреки, інші герої, справжні герої Кавказу, так він іде вбивати. Тобто, хазяїн, не турбуйся, я як пес піду за тебе гризти горлятку комусь. Це просто уявити неможливо, до якого низького стану може впасти людина і втратити обличчя і людини, і мусульманина, і просто чоловіка. Я не знаю. Це цього, може, ви бачили цього бурята, який там мати стоїть, плаче, а він лежить там у труні, і вона там: «Он погиб за Росію, я все равно їм горжусь». Яка Росія окупувала Бурятію, забруднила Байкал, священне озеро бурятів, монголів, так? Вона зневажає їхню віру, зневажає їхні традиції, вона їх тримає там на других, третіх. Ну, тобто про це свідчить, до речі, про це свідчить те, що вони не беруть як гарматне м'ясо там з Москви, Петербурга, це білі люди. А ось чорні, вузькоглазі, така, як вони кажуть, да, вони підуть вмирати за Росію. І люди, як барани, йдуть. І не лише як барани, як терористи, вони ж свідомо йдуть, вони ж контракт там підписують тощо. Тобто, і вони, ну я не знаю, як до них ставляться росіяни, я приблизно розумію. Я багато років пропрацював в Москві, я знаю, як росіяни ставляться до інших.
і які прізвиська вони дають, там чурки, там чорне і так далі. І як ти, коли ти так до тебе так ставляться, а ти поводишся так, як пес кацапський, то ти гірше за кацапа, насправді. Ніякий ти не бурят, ніякий ти не дагестанець, так, хоча такі нації немає. Просто не чоловік. Ти просто антилюдина. Я маю надію, що все ж таки Інна Курочкіна на зв'язку. Інна, Так, ти на зв'язку? я на зв'язку. Ты меня слышишь? Хорошо, тогда Я давай я чую тебе тебя. задам вопрос. Задам вопрос тебе Давай. и хочу услышать твой ответ. Вот вопрос, который, мне кажется, самый важный для понимания того, и что было, и того, что будет, да? Вот на твой взгляд, где, вот откуда пошел, я не говорю там весь российский империализм, да, он слишком далеко сидит и глубоко в истории, да, откуда вот где-то точка, от которой пляшет этот рейх, который сейчас показывает свое террористическое рыло всему миру, да и прежде всего в Украине, а где вот была точка невозврата, от которой они покатились вот в такой фашизм, антисемитизм, антилюдство, антиукраинство и во все вот это, во все тяжкие? А как ты думаешь? Они никогда оттуда, во-первых, не уходили. Во-вторых, с первого дня, когда Российская Федерация провозгласила себя независимой и демократичной, они вот с первого дня приступили к своим действиям привычным. Ты меня слышишь сейчас, Айгер? Меня слышно? Да, да, Теперь говори, всё просто записано. немножко Так? нечетко, может быть, наушники что-то, но я слышу, в принципе, так просто не очень хорошо, да. Да, я скажу сразу, что это для меня началось в декабре 1991 года, когда все думали, что Советский Союз распался, этого страшного имперского рыла, еще и такого иезуитского, таким в этом 91 году. И в декабре ему уже угрожали из Москвы генерал Моисеев, что если он не подпишет драфт нового... Я не слышу, к сожалению, половину того, что говорит Инна. Может быть, телефоном ее набрать, я уже не знаю. Ну, может быть, телефоном наберем тогда и просто телефоном поговорим, потому что так не, ну, невозможно. Так говорить, такая связь. Это не по нашей вине, я сразу скажу, это что-то со связью там, на стране, ну, и это, конечно, не ее вина тоже. Бывают такие аварии. Вот. Мы все равно время проводим тут не зря. Вот. И в любом случае будет и потом еще и большой разговор с Инной Курочкиной, и мы представим ее фильмы какие-то, и куски ее работ. Она приготовит, и попрошу ее самые важные части из ее работы. Сейчас мы попробуем связаться телефоном, просто позвонить. Вот, я попрошу так, потому что, ну, других вариантов ниже. А Инна, я все-таки хочу услышать четко, чтобы вы тоже слышали. В принципе, я понимаю, что у меня скучное лицо у одного здесь, но другого варианта я пока не вижу. Сейчас буду ждать от коллег ответа на то, что... Да, и это опять к коллаборантам. Это очень, конечно, смешно, что Гиркин, террорист Гиркин, сказал крымским коллаборантам, оккупантам, чтобы они валили, пока мост цел. Это же, конечно, удивительно, да, такой апологет русского мира. Но мы понимаем, что его используют по-разному, в том числе для выявления типа недовольных вот с той стороны, что Путин слишком там мягкий там, или нерешительный, или какой-то еще. На самом деле все одно подло, и он остается террористом, это Стрелков. Но правду-то он сказал вот этим людям, которые с пола едят, да, значит, у оккупантов, даже не с руки, с ноги едят у оккупантов, да. Вот, значит, он правильно сказал, убирайтесь, ищите себе новое место жительства. Но это в лучшем случае, если вы успеете, да. Поэтому вот так вот. И надеюсь, сейчас Инна появится в телефонной связи. И она просто очень содержательный человек. И я приношу извинения за наше вот такое качество сегодня. Это бывает
всякое бывает, но мы живем в состоянии войны, и вообще, в принципе, ни к чему не привыкать. И я надеюсь, что вы нас простите. Мы вас очень любим, мы работаем для вас, вот все силы прикладываем, что только можем. Абсолютно. Вы же видели, да, какое интервью сделала Гульсум Халилова с командиром Азова, который обратился к президенту Турции. Сейчас мы видим эту адскую битву этого маньяка, его террористов против наших героев, да. И даже комментировать не хочу, вы все сами знаете. Жду сигнала от наших режиссеров о том, есть ли телефонная связь с Инной Курочкой. Наконец-то есть. Инна, по телефону, я надеюсь, ты меня слышишь, Да. да? Вот смотри, Я тебя начни слышу сначала. по телефону, но тоже сквозь шумы. Да. Смотри, ну это как ты меня слышишь, не важно, потому что главное, чтобы ты слышала то, что я спрашиваю, а зрители тебя слышат, говорить там четко, разборчиво, по телефону должно быть слышно. Вот ты сказала, декабрь 91 года, и прямо от этого момента давай говори. Декабрь 91 года Зиаду Гамсахурде стали угрожать, ставить ультиматум из Москвы, что если он не подпишет драфт нового имперского договора, то в Грузии будут введены войска. Зиад Гамсахурде отказался, как и три республики балтийские. В Грузию были введены войска, и 31 декабря, как любит Россия, 31 декабря, прямо на Новый год, мы уже жили в войне. То есть и во время так называемого вот Советского Союза перестройки в 1989 году мы видели, что такое советский солдат, русский солдатик, да, который пришел мочить грузинских девочек. Это было просто зверское убийство. Выбирали молодых девочек, рубили их саперными лопатками, и избивали врачей, избивали людей, говорили, свободу захотели, свободу захотели. Это было в 1989 году, когда вот перестройка славная, да, преснопамятная. А потом уже, когда Грузия объявила независимость и стала независимым государством, мы выбрали своего президента в теле любимого всем народом. Вот тогда вели войска и представили всему миру это как гражданскую войну. Это был первый такой фейк-ньюс, никакой гражданской войны не было. Это был Кремль, это абсолютно была имперская миссия, чтобы убрать Зиада Гамсахурдию. И тогда еще приезжал Леонид Парфенов. Почему я все это говорю? Надо быть очень осторожным с этими вот с журналистами, с этими всеми вот деятелями, которые так сейчас поддерживают Украину. Надо очень быть внимательным, потому что кто мог тогда подумать, что вот этот самый Леонид Парфенов, известный, да, демократ и либерал, и есть всегда такой вот прекрасный журналист. Вот он тогда приехал и занимался пиаром вора в законе, Дзябу Исильяни и Шеварнадзе, ГБшника, первого врага Гамсахурди, который в настоящее время просто был врагом номер один. И только для того, чтобы убрать Зиада Гамсахурдию, придумали вот эту дикую историю. Нам, во-первых, вырубили телевидение, мы были без связи, никто ничего не понимал, что происходит. И Леонид Парфенов на голубом глазу рассказывал всему миру, что, вы знаете, грузины просто устали от пафоса и от патетики Зиада Гамсахурди, но здесь таких не любят, говорит Парфенов. Представляете? Он рассказывает, здесь таких не любят. И поэтому вот Гамсахурди убрали, это он сбежал, и теперь у вас вот вам вор в законе, мафия Дзябу Исильяни. Вы, наверное, видели, я делала несколько роликов, я показывала, что за человек Дзябу Исильяни. Он абсолютно, во-первых, ставленник Кремля и друг Шеварднадзе, и они представленники Ельцина. И вот это войска, которые были введены в Тбилиси, Кавказский военный округ, который подчинялся персонально Ельцину, это и был первый имперский зверский абсолютно шаг. Дело в том, что когда Зиад Гамсахурди оказался в таком положении, гонивом, единственный человек, кто его принял, был Джохар Дудаев. Это был его друг, соратник. Почему я так благодарна Ичкерии? Потому что Ичкерия приняла моего первого президента. Я этих двух людей боготворю. Это настоящие герои, свободолюбивые люди, которые построили бы невероятную республики, которые олицетворяли свободный Кавказ. И они мирили все народы. То, что произошло потом в Абхазии, это все следствие кремлевского вмешательства
вмешательство и вот и работу этого самого Шеварнадзе и Джабы Селяни. Я в Гамсахурде со всеми находил общий язык и всех мирил. И он, и Джохар Дудаев. Есть известная конференция, теперь уже известная, потому что она была скрыта, естественно, февраля 1992 года, где Джохар Дудаев и Зиад Гамсахурде прямым текстом предупреждают весь мир, что Россия агрессор, и она начала уже шаги по оккупации бывших колоний Советского Союза. Они все раскладывают очень подробно, отвечают на все вопросы. Эта конференция есть в сети, ее можно найти, и можно найти на моем канале тоже. Что произошло дальше? Когда Ичкерия обрела независимость, Ичкерия была независимым государством абсолютно, она сделала все по закону и вышла из состава Советского Союза. Она никогда не входила в состав вот этой Российской Федерации, никогда. Она приняла все абсолютно законные шаги и была 4 года независимым государством. Туда приезжали делегации. Есть известное, например, мероприятие, когда отмечали годовщину независимости Ичкерии, весь мир съехался туда. И Соединенные Штаты, и все страны Европы. И вот тогда представитель Руха Украины, соратник Вячеслава Черновила, прямым текстом сказал: я обращаюсь к американке Диане, которая представляла вот американскую делегацию, которая тоже праздновала независимость Ичкерии, да? Обращаюсь к вам, хочу сказать, кого вы выращиваете, кого вы выкармливаете, имея в виду Российскую Федерацию. Вы выкармливаете монстра, который съест вас. И как мы знаем, как вы понимаете, эти слова были абсолютно пророческие. И то, что говорил Джохар Дудаев, когда уже Россия напала на Ичкерию, это готовилось долго. Это были тоже провокации по сценарию грузинскому. Но там ичкерийцы, на самом деле, Зиад предупреждал ичкерийцев: будьте внимательны, готовится такая же операция, как и в Грузии, такая же операция военная в Ичкерии. Все были готовы уже, и они несколько раз выметали оттуда этих вот их тамнетов, да, вот этих их тамнетов. Чеченцы их всех выметали оттуда. И уже потом Ельцин подписал указ о вот этом самом наведении конституционного порядка чужой страны, которой Россия не имела никакого отношения. То есть это то же самое, как сегодня Россия нападает на суверенную независимую Украину, точно так же она напала тогда на Ичкерию. Это очень важно понимать, эту параллель. Почему мне вообще не дают нигде говорить? Меня не пускают ни на какие форумы вот с этой информацией, потому что я эту информацию изучила досконально. Более того, я сняла фильм о независимости Ичкерии, где я доказываю факты. Мы приводим факты с Ахмедом Закаевым и с итальянским историком Франческо Бенедетти. И этот фильм очень важный сегодня для понимания вообще всей этой истории, что Россия никогда, ни на один день не оставляла вот этих имперских амбиций и планов по восстановлению своей империи. Этот фильм настолько важный, что я разослала его в разные редакции, его показал только Мхавари Архи, грузинский оппозиционный канал. Радио «Свобода», например, здесь пражская русская служба, рассказала мне, и она, например, Андрей Шарый сказал, что я ничем не могу вам помочь, Инна. Это хорошая постановка вопроса. Мне не надо помогать. Вы себе помогите разобраться, что произошло, почему ваша страна убивает, почему ваша страна все 30 лет оккупирует, убивает, отнимает. Это страна-агрессор, убийца. Инна, я хочу сказать еще, вот услышав от тебя про Парфенова, я знал, что он мерзавец, я просто этого факта не знал. Так вот, чем отличается Парфенов в Тбилиси в тот момент, о котором ты рассказываешь, от Соловьева в Мариуполе сейчас? Абсолютно ничем. Это два пропагандиста, это люди, которые отказывают другому народу в праве на существование. Парфенов такой же точно преступник, как Соловьев, только по отношению к грузинскому народу, да, а в целом и к украинскому, потому что это привело все в итоге к Украине, да. Я уж не буду тебе рассказывать, может быть, я рассказывал, что ты про Зиада Гамсахурдию вспомнил. Это была моя самая большая ошибка журналистской молодости, потому что перед тем, как зайти в кабинет Джохара Дудаева 24 апреля 1993 года, значит, из него вышел, я стоял, из него вышел как раз Зиад Константинович Гамсахурдия. Я с ним поздоровался, я был такой ушастый, мне было 21 год.
дрищ такой журналист, и я договорился с ним об интервью. А потом, ну, не подумал, что все же люди живут вечно, да, и я взял интервью у Дудаева, а в Гамсахурде мне, типа, там, денежек не хватило пожить, там, я бедный, там, ездил почти за свой счет в Грозный, да, там, и так далее. И я думал, ну, потом я с Гамсахурди свяжусь, телефон есть, он все равно в Грозном, еще раз приеду. Не довелось приехать, его не стало. Я думаю, не стало его не случайно, да. И вот, и потом был ликвидирован Его Джафар убили Масаров. 31 декабря 1993 года. Его убили выстрелом в голову. И тоже представили это как самоубийство. И об этом говорил Мирзалев Шеварднадзе. Он говорит, ну, наверное, это самоубийство. Наверное, столько на нем было грехов, что-то вроде этого, что человек не выдержал. Это мерзавцы. Если сейчас Соловьев и Кисилев делают это открыто, то Парфенов, Мирзалев, делал это скрыто и близко. Все это преподносилось под видом эйфории, свободы. Потому что до сих пор люди не понимают, даже в Грузии люди не понимают, что же с ними произошло. Потому что от нас все скрывали. У нас была война, нам вырубили связь, вырубили телевидение. Мы сидели 5 лет, как вот в ДНР, просто в разрушенном, да, везде стреляли, мы сидели без воды, без газа, без света. Что мы могли знать? Мы ничего не понимали, что происходит. Мы только знали, что нас убивают. И уже в 95-м году я этого ада не выдержала, я уехала. Думала, что я уеду в свободную демократическую Россию. Вот я уехала в эту свободную демократическую Россию. Потом бежала оттуда, пятки у меня сверкали в 2008 году, когда уже снова Россия напала на Грузию. Инна, послушай меня, пожалуйста, давай перейдем к нынешней войне. Понятно все с происхождением всех этих явлений и источником всего этого. Скажи, пожалуйста, вот сейчас, да, ты говорил, что уезжала в демократическую Россию, и многие питали иллюзии, там, что действительно она там демократическая и так далее. Ты давно их не питаешь, как и я. А сейчас, вот сейчас как ведет себя российская так называемая, ну, оппозиция, иммиграция демократическая, которая типа против Путина. Вот влились ли они в украинские, вот, допустим, в Праге, да, вот украинское движение за Украину, в поддержку, они вместе с Украиной, или они, эти россияне, думают о том, как бы Россию сберечь в итоге, да, после поражения в войне, которая неминуема. Вообще, как выглядят в Европе проукраинские настроения и вот пророссийские, и вот эти такие непонятные, значит, за прекрасную Россию будущего? Айдер, ну, первое, что сделали здесь вот эти либеральные мигранты, оппозиционеры и навальнисты, они подняли свой бело-синий флаг и стали сразу собирать антивоенный комитет, так называемый. В чем заключается антивоенный этот комитет, я так и не поняла, потому что они все равно говорят о прекрасной России будущего, какие они хорошие русские, они не те, которые плохие русские, а они хорошие русские. И вот в этом заключается их поддержка Украины. Где там поддержка Украины, я не очень понимаю, если честно. Потому что когда в 2014 году мы с Андреем вдвоем выходили в посольство в первые дни, просто вдвоем, чтобы остановить Россию от этой агрессии. Ты знаешь, я скажу тебе, что никто нас тогда не поддержал, вот этих славных оппозиционеров. Но они потом уже стали приезжать в 2015 году, непонятные люди стали появляться через там по культурке, знаешь, со стороны культурки. И вот постепенно эти люди просто нас так, знаешь, задвинули, стали делать какие-то фестивали, стали делать какие-то культурные акции, на которых нас вообще вычеркивали из списков, чтобы, не дай бог, я там не заговорила про 9 апреля, про Грузию, про 2014 год. Поэтому их поддержка вот сегодняшняя, я не знаю, я не буду говорить про там, конкретно про кого-то, я от них давно отошла. Мне достаточно было в 2014 году, как кричал Рустем Ададамов, Россия вперед, Россия это великая, потому что у них там была Олимпиада в Сочи. И вот это шоу произвело впечатление на Рустема Ададамова. Он, значит, сделал такой пост: «Великая Россия, давай вперед, ты самая прекрасная». Вот что Ну, давай не будем говорить про сорта, извините, говна человеческого и называть даже их имен, потому что они абсолютно ничтожества. Кстати, вот этот персонаж, он теперь перешел на сторону Украины, он теперь с украинским флагом где-то там пляшет. Он рассказывает теперь, что Россия — это страшная страна, рейх, там все дела.
но мы знаем цену их словам, поэтому не будем их даже вспоминать. Давай что-нибудь практически нам интересное. Так, да, получился скомканный эфир. Да, я запрошу тебя еще, наверное, на следующей неделе. Прошу подготовить и передать нам какие-то важные куски из фильмов, которые мы обсудим, из твоих, да? Прям вот сделать такой насыщенный эфир направим. Ну, да, так скомканно получилось, и все равно скажи, ну, что ты считаешь, что ты именно считаешь важным из того, что происходит вокруг Украины, вокруг поддержки Украины. Бог с ними, с этими русскими, нам все равно с ними в любом случае воевать, и других вариантов нет. У тебя там 5 минут времени. Сейчас самое главное, как вот понимать, да, человек на стороне Украины или нет. Если он подтверждает, что Россия агрессор самых вот этих первых шагов 90-х, что она устроила геноцид чеченцев, что она напала на Грузию с 91 года. Если эти люди понимают, что это все сделала Россия, и она в таком виде опасный враг всего человечества, тогда им можно доверять, можно с ними дальше как-то разговаривать. Если люди говорят, что Путин оккупировал прекрасную Россию, ее жители, а вообще русские хорошие, вот с этими людьми нельзя иметь дело ни в коем случае. Мало того, что Украина сейчас сражается, и я всем сердцем просто желаю скорейшей победы, и мы все тоже для этого делаем, что от нас зависит. Но главное еще не делать вот этих ошибок, которые делали в свое время Грузия, Ичкерия. Нельзя допускать вот этих крыс, нельзя допускать коллаборантов, пятую колонну. Это очень-очень опасно. Они в итоге послужат очень плохую службу. Вот. А весь мир мы сейчас делаем все, чтобы привлечь все вот страны, европейские, американское сообщество, чтобы растолковать все как есть, потому что очень много сбрасывается ложной информации, ведут по ложному следу. Мы не просто так говорим, что вот на всех этих форумах, да, так, скажем, вот этой либеральной России, которые хотят строить дальше Россию будущего, которая также начнет убивать. Вот с первого дня, как только поменяется, уберут там, убьют этого Путина, и придет какой-нибудь другой прекрасный, хороший, сделать им флагом, с первого дня начнется оккупация, потому что это заложено, это программа убийства, которая заложена в этом образовании России. Это такое образование ложное, нечеловеческое, оно настроено только убивать, грабить и насиловать. Это должны осознать все. Скажи мне, вот ты долго наблюдаешь за этим уродливым явлением, таким как Россия. 2 минуты у тебя есть. Вот в чем все-таки, вот, по твоим ощущениям, корень ментальный? Что им не хватает? Что они везде прутся? Что им не сидится дома? Почему? Ну, я бы сказала, что прекрасные программы делает Александр, я сейчас боюсь, Палец, да, прекрасные программы про историю этого образования он рассказывает, причем на русском языке, чтобы русские слышали, откуда они вообще происходят, что они украли это название Русь, это одна история. То, что я поняла, да, потому что я долго этим занималась, я прошла такую одиссею от питерской интеллигенции, от вот архитекторов и художников. Всем я пыталась объяснить, что такое война, что такое, когда русский солдат приходит на свою землю, убивает. И я не могла найти слова, чтобы объяснить. Знаешь, эти люди, говоря на русском языке, это самая большая проблема. Русский язык мой и русский язык человека в России, они друг друга, они как бы не коррелируются. Например, вот слово «женщина» там, в грузинском колониальном русском, да, значит одно, а женщина в русском, в питерском и в московском означает совсем другое. Мы никогда друг друга не поймем. И также во всем. Дом — это разные понятия, да? Семья — это разные понятия, родина — это разные понятия, нация — это разные понятия, все разное, понимаете, несмотря на то, что язык вроде бы один и слова похожи. Но я привожу пример даже недавно, не все меня поняли, опять-таки, что такое, когда доходит слово и смысл. Вот, например, до нашего самого главного поэта русского, да, с которым все носились, все любили, пока не знали, что он написал такое стихотворение про Украину.
этот человек, вот он в 94 году в церкви в Венеции рассказывал об откровении, которое на него просто богоявление, такое эпифания, с ним зашла мысль, что вот когда он ехал в ссылку, и он видел напротив такого старика, как с картины Крамского, и он увидел такие узловатые, и на него снизошло, такое бывает. Он вдруг понял, что мы умираем, да, это такой вот апогей, апофеоз человечности, что с чем мы живем все народы всегда, да, Грузия, Украина, Ичкерия, всегда жили с этим пониманием. Мы жалеем друг друга, мы видим человека в другом человеке, мы видим душу, мы боимся ее поранить. И вот на его вопрос, что произошло такое вдруг откровение, что оказывается мы умираем, надо жалеть друг друга, надо друг к другу относиться как к людям. И в эти самые дни Россия пошла убивать в Ичкерию. Чеченцев, да. Инночка, к сожалению, я, к сожалению, вынужден закончить. закончить программу нашу сегодняшнюю. Это только начало большого разговора с тобой. Вот, мы свяжемся, наши режиссеры свяжутся, получится от тебя материал. Мы сделаем хороший, запланируем эфир на следующую, я так думаю, неделю. Спасибо тебе огромное. Привет Андрею. Спасибо за то, что вы смотрите телеканал АТР. Спасибо за вашу поддержку. Російський рейх буде знищено. Обов'язково. Дивіться АТР далі.